Все почистил, да, почти. Красава. Пока мы дрова колем, нарезаем. Вот. Володя дрова колет. Деревенский парень умеет дрова колоть. Ну, да. Да. Пока на твердую троечку. Почему на троечку? Ну, потому что на пятерку не тянешь ты пока, не тянешь. Практики мало. Годика 3-4 еще поколешь каждый день зимой. Я думаю, пятерочку можно будет, четверочку можно будет с плюсом ставить. Дмитрич-то Дмитрич-то уже доктор наук в дровах, как бы в дровоколе, в дровоколонии. Володя еще пока. О, смотрите, он начинающий, вообще даже не ученик дровокола. Видите, как колет, а? Как колет. О, какой дорогой. Ты не решил затроллить сейчас? Ох ты! Классно колет, классно. Так что так, друзья. Без дела не сидим, каждый занимается своим делом. Вот, заехал на снегоходе. Ну, слет уже 10 сантиметров. Как вы видите, мы уже ездим. То место, где сломался лед, вот от нас в 100 метрах. Мы туда пока еще не суемся. Володя здесь поймал налима. Вот, мы сразу решили здесь обосноваться рядом. Сейчас будем стучать. Уже темнеет. Смеркается, как говорится. Хотя сейчас время сейчас всего лишь 5 часов 20 минут. Мастерин баллары. Ну что, друзья, мы пришли с рыбалки. Ездили искать нож, дрова и так далее. Вот. Поездка у нас получилась отличная. Ролик на втором канале. Клевая рыбалка лайв, смотрите. Мы сейчас только не нашли ножа и рыбу. Нашли все, кроме этого, да? Ну что, 2 щуки-то поймали. Так, сейчас я Ты поймал чемпион. сейчас я буду ловить сига. Пытаться. А ну. Не-не, у меня возьмет. У меня специальная вот такая наживка на сига. Это так четко, замечательно играет вообще. Ну вот, друзья, вышли посмотреть северное сияние. Пока не очень усилилось, но картинка красивая. Володин налим тут лежит с кишками. Володя тут ходит, жерлица. А тебя жерлица стрельнула? Это я сейчас все прошел, посмотрел. Только одна стрельнула, да? Да. Ну, слушай, вымотана полностью. Давай, проверяй, буду снимать контент. Сейчас. Мне контент нужен. Самого не ловится ничего, поэтому Володе будем сейчас красть контент. Я тебе даже свет делаю, видишь, дополнительно. Поэтому я пользу приношу. Что, есть? Не-а. По-моему, это самострел. Да. Ну тогда неинтересно, ты человек. Мы пошли свою жерлицу проверим сейчас. А у нас это такая шпионская чисто. Чтоб Володя не крал контент. Вот, друзья, посмотрите, какой получился снимок.
северного сияния. Красота. Просто красота. Простенькая, так скажем, жерличка. Ух ты! Он прям вмерз. Вмерзла жерлица. Ёж у меня тут стоит, еще живой. Ну вот, друзья, сходили сейчас, пофотались с ребятами. Вот такие снимки получились. Северное сияние. Сейчас вот Володя мечтал, как раз сегодня день выдался. Больше, наверное, и не будет таких ясных дней. Да, уже одни облака, такая вот погода. Ну, сделал кучу прям красивейших фоток. Конечно, был бы фотоаппарат помощнее, я бы посовременнее, я бы сделал еще лучше фотки. Да, Володя? Да, не вывез. Володин фотоаппарат вообще не вывез. Вот. Хотя у нас у всех Самсунги. Вот. Не, до этого вывозил У нормально. Дмитрича другой, да. Что-то понять не мог. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро. Мы в палаточке позавтракали. Сейчас вот парочка жерлиц у Володи сработала. Вон там приехали рыбаки, и будут сейчас проверять свою сетку. Вот. Довольно интересная тоже тема. Если интересно, сейчас подойдем, спросим, если захотят, поснимаем мужиков. Если нет, то нет. Ну, ребята проверяют сетку. В общем, неплохие уловы у них там. Есть даже уловы, которые, ну, нельзя показывать, поэтому я не буду показывать. Так, сейчас идем Володе красть контент. Вот, потому что у Володи хорошо работают жерлицы. И будем показывать Володькины жерлицы вам. Так что наслаждайтесь приятным просмотром. Приятного просмотра, как говорится. Посмотрите, он взял пишню в руки. Короткая пишонка. Хозяйственно-бытовой инструмент. Называется батыя. Володь, как тебе батыей пользоваться? Ну, поинтереснее топора получается. Ну, это самое, рубить дрова вообще шикарно. То есть топор он впивается, когда, ну, пни такие, а этот прямо по всей длине. И ты его сломал, да, поэтому вот. Да где я его сломал? Пень. Ничего я его не сломал. Как ее такую хрень ты сломаешь? Не, вот ударил же, он, смотри, лопнул деревешка. Так, проверяем, за это будем снимать твои жерлицы. А тут нет ничего. Ну, вымотала же, вымотка есть. Вымотка есть. Ну тут крупная плотва стояла. Вот. О, как ее покоцало. Да, ее мелкая щучка покоцала. Да, наверное. Не смогла проглотить. Да, да, да. О, вымотала все. Даже кто-то есть. Смотри-ка, дергается. Сейчас мы расширим, побольше сделаем.
кто-то есть. Кто-то есть. Щука. Большая щупа, щупак большой. Вот такая вот небольшая щучка попалась. Ну и это хорошо. Вот. Первый мой улов за 2 дня. Такой крупной рыбы. В основном попадаются сороги. Вот. Нормально, на жарюху пойдет. Че, Володь, будем жарить или что? Ну, можно. Можно пожарить, сказали. Забираю. У меня, по-моему, покрупнее твоей будет. Ну. Сейчас мы это самое измерим размеры. Измерим размеры сейчас Володькиной и моей щуки. О, у меня прям огромная. По сравнению с его щукой. Вот. Даже так видно невооруженным глазом. Вот. У меня прям огромная щука. Ну такая Хорошая. полторушечка. Да. Ну не для Якутии размера, не для Якутии. Ну так что рыбалка начинается, друзья. Сейчас пойдем искать сига. Щук будет сегодня много, потому что ребят сети забирают здесь. Снимают. У них тут перегорожена полностью вся протока. Перегорожена. Вот. И там лед крепкий держит уже, где мы в прошлый раз плавали. Сейчас пойдем прям по льду, туда ближе к торосам. Переставлю жерлицы. И будет все вот так. Ну вот, друзья, зарядил 2 жерлицы. Мужики с сетками уехали. Ребята, Володька с Дмитричем сидят еще в палатке. Я, в общем, выдвинулся туда, куда вчера планировал. Хочу вдоль вот этого песка, мыса, со стороны реки Лена проверить наличие рыбы. Мне кажется, что сиг должен ходить именно здесь. Буду использовать изумистские приманки УРУ фирмы Серебряные. Вот. Ну и в общем, нужна щука, нужен сиг. Да ты чё? Вот такая щучка взяла. Мормышки, друзья. Маленькая. Ну что там, были слабаки поклевки, не? Не, там мелочь всякая. Окунь, щучка. А у тебя что, палатки? Ловил уже что? Ну, да, штуки 4, там 5 этих ершей, 1 сорогу и 1 езя. Есть большой? Ну, не маленький, нормально. Не большой, да? Ну, нормально, ну, с килограмм где-то. Неплохой. По мне, так это огромный есть. Не взвесил, ну где-то около килушки будет. Может даже с плюсом. Короче, у мужиков тоже все плохо. Сейчас попробую в палатке хотя бы парочку живцов поймать, чтобы мне 2 моих несчастных жерлицы переставить на этот, туда ближе
клей не переставлю. Ну вот, друзья, шли домой как раз. У Володьки жерлица загорелась. Там у него, походу, вот эти мелкие электробайчики. Ну, тот клюнул, видать. Тот клюнул. Что-то тут Дмитрич подходил, бурил, походу. Не понравилась ему лунка. Ну, давай, давай. Не поймет, даже близко не знает. Ну, он уже проглотил и встал, наверное. Просто стоит. Мне кажется, надо подсекать. Подсекать. Фиг его знает. Сейчас подождем. А он только выстрелил? Ну, скорее всего, да. Я когда там стоял, повернул с тобой, это неделя увидел жерлицу. Но не мотало ничего. Сам живец не мог. Там ёршик стоит. А почему ёршик не может сделать? Да, ну ты что, у него силов точно не хватит. Ну, если это мощный ёрш, может Да ну. Ясно. Давай проедем, пойдем. Палатку. Идет кто-то? Нет, там никто. Живец Живой. живой. Живее живых. Иди сюда. Ну, отлично. Ты сам, живец. что ли, правда сработал? А где звук щучий? Себе. Как он? Взял да сам. Ну, взял, да сам. Вот дает, да? Что ему стоит? Я так думал. Дмитрич тут кого-то вытащил. Щупака такого же, как я там вытащил. Обезглазил его. Тут бросил. Обмельчала нынче рыба. Обмельчала. Совсем. Что-то я прям не знаю. Володя! У тебя там жерлица сработала? Возле палатки жерлица. Моя стоит. Так, палочкой, наверное, тоже стоит. Да буквально сейчас пару живцов. Пойду переставлю ближе к торосам. Там, глядишь, может, таймень возьмет. Нельма таймень может взять, поэтому туда надо уходить. Ну такого хорошего нельзя взял, Володька. О, такой вот за килушку, говорит. Ну что, друзья, пришли в палаточку наконец-то. Таки. Сейчас мы. Сейчас мы возьмем кого-нибудь. По-любому надо поймать рыбу. Володя обгоняет. Рыбкин обгоняет сегодня меня по рыбам. Это возмутительно. Не годится. Чуть больно мелковат. Клюет. Ага. Мне тоже клюет. О, Ерши. слушай, нормальные такие ерши. В принципе, это для жерлицы пойдет, да? Конечно. Ну, у них щука лучше. Налей ему плотву давай. А, да? Ну. Вот, два живка. Так что, друзья, сейчас ершабайчики пошли. Володька пришел, сразу ловиться начали. Почему-то, когда он приходит, только ерши начинают ловить. А если уху сварить из ерши? Варят, ну в марле. Потом меньше запчастями плеваться. С него навар нужен. Навар неплохой получается, да? Все остальное так себе. Все остальное, да.
запчасти. Ну ты же вялишь вроде как. Не, ну у нас, когда крупные попадаются, я вялю. Ну крупный, это насколько крупный? Ну, как вот такая вот, ну вот, в 3 раза больше, чем твой пойманный. С чем сравнить, не знаю. Ну, есть, они простреливают с рыбалки, когда мучают и простреливают там такие здоровые. Ну, там 2-3 штуки, 4-5. Среди сотни таких вот, как Таких вот эти. я пожарил даже. Бывают такие по земле, такие коренные, даже классные вообще. Ну, вяленые даже очень ничего. Такие мелкие-то их вялить-то нечего. Они высохнут, там ничего не останется. Ну, интересно. А такие бывают, простреливают у нас в заливе, такие прям, ну, вот со льда, когда есть лед. Может ты заснимешь и сюжет про завялку ершей? Ну, будет, если лед, Слав. У нас 2 года льда нет. Нет, имеется в виду, ну а без льда не ловятся они? Ну, без льда я ж в основном-то спиннингом ловлю. Как бы не так много их попадается. Не, ну у тебя удочка иногда бывает. А на удочку я как-то не так много их и ловил. Ну, то есть все равно мелочевка. В реках они мелкие. А в заливе там, да, есть такие прям хорошие. О. Ай, мелкий. Ну вот, друзья, поспали после обеда. То что-то мы в палаточку зашли, мелочь подубасили, спать захотелось, так прикимарил. Маленько поспали, ну хоть этих наловили. Ершей. Проверка жерлиц. Очередная перестановка. У меня сегодня большие надежды на них. На эти жерлицы. Потому что буду сегодня все переставлять. Сюда, ближе к реке. Где-то росы. О, вымотка. Вымотала все. Не смог проглотить, кто-то вымотал. О, жевал его. Так, сейчас мы перестановку жерлицы сделаем. У Володи там тоже сработка. Он уже от меня шкерится, потому что я всю его рыбу снимаю. Вот. У меня и самого не ловится, у него ловится, из-за этого он уже бегом от меня убегает. Мы сейчас все равно пойдем снимать его рыбу на зло. Ну и для вас контент. Идем снимать Володину рыбу. Так что, Володь, готовься, я иду снимать твою рыбу. Дмитрич там сидит. Короче, нынче какой-то год, друзья, точно вот. Мы сейчас удивляемся сами. Рыбы вообще нету, вообще. Дмитрич, он сидит там. Говорит, окунька какую-то поймал. Маленького. А Володька, по-моему, никого не поймал. Просто холостая сработка. Обычная холостая сработка. Володя налима поймал. Вот гад, а! Без меня вытащил. Вот гад. Сейчас иду снимать. Как я его выволок в эту 150-ю лунку, ты бы видел. Я ж ты ж ушел, бура не было, я пошел со 150-м. Он вообще со скрипом пролез, блин. Да вот у тебя ножа просто якутского нету. Якутского ножа нет, все как без рук. И он висел одним крючком, уже в воде он перецепился вторым, я бы его не вывел бы. Ничего себе, тут сколько в нем? Десяточка есть. Ну, недалеко, как тут, да. Да, побольше даже будет. Думаешь, больше? Ну, сейчас взвесим до палатки, донесем. Ничего себе, монстр, слушай. Вообще,
Целый день ни хрена ничего не клюет вообще. Рыба сегодня в отказнике, блин. Да, вот. Вот это победа, ребята. Слушайте, ну давайте порадуемся за Володю Овсе. Он все-таки заслужил вот поймать этого живца, то есть этого налима. А мы сейчас, друзья, поставим жерлицу там, где сидел Дмитрич, потому что он говорит, там появилось течение, вот, и поймаем такого же налима, а может быть и больше, потому что у нас уже дней осталось мало. Я вообще налима не поймал в первый день, как у меня вот удар был, и все, после этого с концами как обрезало, вот. Ну, сейчас попробуем, У меня есть 2 лунки, тут и там. Ну, друзья, вышел встречать ночного налима. Температура воздуха похолодала. Горят звезды. Вот. Пошел по жерлиц. Проверю жерлицы. Ну и пройдусь по лункам, наверное. Попробую постучать все-таки налима. Бур у меня там есть. Ага. Есть удар, друзья. Удар был, сошел налима. Да ты чё? Я даже не ожидал. Стоял, стучал просто. Вот это да. Сейчас у меня вот хвостик стоит вот такой вот от окуня. Ну, видимо, он так хорош, так-то хороший, но то, что хорошо держится. Но налима не ловит. Ну вот, друзья, попытка не пытка. Ночью, ну вечером, где-то до 9 часов постучал налима 2 часика. Один удар был вот здесь вот на этой лунке, и все. Он на той. И все. Ну, об край льда опять уткнулся и ушел. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что вот здесь вот. По крайней мере, теперь мы знаем, что налим на стук тоже берет. Жиганский. Теперь будем стучать чаще. Ну все, пошел в палаточку, посмотрю, что там мужики делают. Вечер в палаточке. Вот такой у нас вечер в палатке. Володя шарики гоняет. Шары гоняет. Карманный бильярд. Дмитрич кровать утепляет. Утепляешь, да, Дмитрич? Подготовка ко сну. Чтоб хорошо спать, да, ночью. Тепло было. Вот. Угу. Спальник верблюжий даже не помогает, да? Холод. Холод-то такой, что страшно. Страшный стол, страшно поели. Печенка. Там рыбу занес. Володь, пожарить тебе щуку с чешуей. Сейчас-то не надо уже.
Сейчас он поели. Как не надо? Надо? Сейчас жарить, блин. Ладно, тогда Володе не будем жарить, себе пожарим с Дмитриевичем. Надо пока оттает сейчас. Так, друзья, пока Володя спит, решил я пойти до своих жерлиц. Ну и заодно сейчас проверим тихушку его жерлицу, чтобы знал, что много жерлиц нельзя ставить. А то всю рыбу переловил, а мне ничего не остается. Проверим, как есть, нет. Нету ничего. Это он сам проверит. Ничего нету. Так, рыбы нету. Холостая сработка. Сейчас пойдем другую проверим. Ну что, сделаем доброе дело. Поможем Володе рыбу вытащить. То мало ли что, вдруг уйдет. Пока он спит. Может оторваться и уйти, блин, долго дергаться будет. Вот. Заодно посмотрим конструкцию жерлиц. Вот какая-то стоит. О, там есть. Здесь есть, друзья. Лед намерз, довольно толстый. Долблю тихо, чтобы Володю не разбудить. Вот, надо все тихо делать. Дмитрич вон рыбачит стоит. Дмитрич, если что, ты меня не видел, понял? Тихо-тихо. Небольшой, но мелочь, но приятно. Вот такой налимчик попался. Скажем, что у себя поймал. А это я не знаю, скажу, кто проверил. Пускай гадает.